История — это бесценный опыт поколений, который помогает нам осознать мир, в котором мы живем. Она показывает нам, как понять мотивы других людей и даже целых народов. Человек живет не так много по меркам Вселенной, и за свою короткую жизнь мы просто не в состоянии лично испытать и пройти тот колоссальный путь, что прожит нашими предками. А вот история дает нам тот самый ключ к огромному опыту и знаниям, собранными предками порой в жесточайших испытаниях через кровь, пот и слезы, и именно для нас с вами, дабы мы смогли не совершить тех же ошибок, не наступали на одни и те же грабли, так сказать. Как можно просто отмахнуться от этого бесценного дара, ведь кроме как предательством памяти своих отцов-дедов и прадедов назвать это просто нельзя. Таджики представляют собой один из наиболее древних коренных народов Средней Азии. Образованию таджикского народа предшествовали длительные этногенетические процессы, восходящие еще к 2000-летию до нашей эры. Согласно историческим исследованиям, предками таджиков являются оседлые и кочевые ираноязычные народы сагдийцы, бактрийцы, хорезмийцы, тахары, парканцы, древние ферганцы, массагеты, скифы и саки, распространившиеся на просторах Центральной Азии в конце второго, начале одних тысячелетия до нашей эры. В исторических источниках иранские народы, арии, арир, упоминаются как предки народов государств Ариана, Туран, Древняя Бактрия, Согд, Хорезм, Персия и Мидия. Со времен ахеменидов название Иран, на таджикском, Эран, закрепилось за государствами западноиранских народов, создавших мощные централизованные империи. Эран-Шахр происходит от авестийского Айрыном Хвашахрам. Авестийский дифтонг яй трансформировался в среднеперсидский гласный. Восточноиранские народы, непосредственные предки таджиков, назвали свою землю Туран, на таджикском — Турон. Туранцы на авестинский язык туранием, в зороастризме название кочевых восточноиранских народов. Противопоставляются оседлым земледельцам-иранцам. Борьба Турана и Ирана занимает центральное место в Авесте. Туранцами 3000 лет назад в момент формирования участия степных восточноиранских племен экономического уклада кочевого отгонного скотоводства стали называть ираноязычных представителей данного, тогда совсем нового, вида хозяйственной деятельности. И первым нарекло туранским именем своих собратьев-кочевников, самоназвание которых — саки, само же восточноиранское оседлое население тогдашней территории Казахстана и Юго-Западной Сибири, не принявшие отгонно-кочевую экономическую революцию тех своих родов, которые в первые тысячелетия до нашей эры и стали саками. В более поздние времена туранцами называли саков, массагетов, кушан, парнов-протопарфян, южных эфталитов и других северо-восточноиранских народов. Термин обозначал практически всю Среднюю Азию, где обитали эти народы. В персидской литературе широко освещена тема многовекового противостояния Ирана и Турана. Фердауси и более поздняя иранская традиция считала туранцами тюркоязычные племена. Современные историки отрицают версию в Шахнаме из-за ее нереальности и того факта, что другие источники рассказывают совсем другую версию. Масуди пишет об ошибочности данной идентификации, в отличие от Фердауси, который в своей поэме, наоборот, поддерживает эту точку зрения, складывавшуюся под влиянием постоянных вторжений тюркских племен в Мавераннахр и преобладающих негативных настроений среди персидских националистов. Сами тюрки культивировали легенды про Афросиаба как тюркского героя после того, как они вступили в контакт с иранцами и хорошо ознакомились с иранской культурной традицией. Эдмунд Босворт, описывая появление тюрок в мусульманском мире, отмечает, что один из немногих ученых, рассмотревших Шахнаме с историко-критических позиций, Тадеуш Ковальский, указал, что Туран героической эпохи едва ли может быть идентифицирован с тюрками, что казалось естественным во времена Фердауси, ибо древние персы почти не имели контактов с тюрками. Туран-Фердауси в действительности — кочевники индоевропейцы евразийских степей, от массагетов до эфталитов или хионитов иранского народа. Ибн Хаукаль и Абу Исхак аль-Истахри в своих географических трудах сообщают о Туране совсем в другом месте, и еще в XVIII веке Келатская долина называлась Тураном, Белуджистан. Первоначально британские и советские антропологи не ошибались насчет того, что белуджи, пуштуны,
таджики и народы Балтистана являются потомками тех саков и массагет, которых в Авесте именовались турами. Согласно энциклопедии Иреникр, из-за проникновения тюркских племен в Центральную Азию, где, как предполагалось, жили туранцы, Туран ошибочно отождествлялся с тюрками, а Иран и Туран часто стали означать персов и тюрок, тогда как в оригинальной традиционной истории они представляют собой два иранских народа, оба из которых — потомки Фридуна, но занимают разные области и часто воюют друг с другом, главным образом в результате кровной мести. Тем не менее, они имеют тесные отношения, и между ними случаются смешанные браки. Некоторые из героев персидского национального эпоса, такие как Кейхосров, Сиевуш и Сухраб, являются потомками персидского отца и туранской матери. Согласно научным данным, обитавшие в Туране противники Ирана были по происхождению иранцами, как оседлыми, так и кочевыми.